да? Коротко, да. Курманбек Эргешевич, представителю кадастра, у вас есть вопрос? Скажите, пожалуйста, управление, в частности, ваше управление, вправе подавать жалобу на действия мэрии? Вот как раз по этим вопросам. Если нет, Суд. мы как не заинтересованное лицо, мы как не орган, который имеющий в собственности какой-то участок, мы на мэрию не подаем. И не можем подавать. Мы всегда как третье лицо идем. Если только оспаривают наши действия, наши действия в основном оспаривают субъекты регистрации. Но сейчас же в судах имеются дела в административном суде по заявлению, по исковому заявлению вашего управления к мэрии о признании незаконным и отмене вот этих постановлений. Нет, мы такое не можем подавать. Ну, тем не Мне менее, такие неизвестны. там два управления. Мэрии. Нет, я не представитель мэрии. Нет. Управление мэрии. Вы по землепользованию, да? Нет, я это госрегистр. Госрегистр. Поэтому мы Госрегистр, подаем я извиняюсь. Там два управления, землепользования и да. управление фондом госимущества. Два управления мэрии подают на мэрию в суд. Ну, если у них в регламенте прописано, возможно, они так делают. Но я про их деятельность не могу. Курманбек Эргешевич, она представляет Да, я госрегистр. Представляет. Нам вопросы есть? Да. Спасибо. Пожалуйста, Айджан Алиевна. У меня только один вопрос. В связи с тем, что здесь рассматривается именно обращение Мацакова и Осмонова о неконституционности нормы, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что пункт 3 статьи 44 Закона об МСУ противоречит нормам Конституции, так как прописано в наших обращениях? Я как представитель госрегистра, который регистрирует права граждан и других субъектов, могу сказать, что если органы местного самоуправления могут самостоятельно отменить уже зарегистрированные права без судебного вмешательства, то это как бы в принципе нарушает принцип неприкосновенности собственности. Возможно, местный орган может отменить какие-то свои акты, если они не зарегистрированы и не признаны государством как зарегистрированное право, которое обязывает его признавать и обеспечивать сохранность регистрированных прав. Возможно, в этой части, если он еще не зарегистрирован, возможно, он может отменить. А зарегистрированное право уже согласно Конституции отменяет только суд. Рассматривает отмену только суд. Вот. Если часть 3 статьи 44 Закона об МСУ отменять без судебного вмешательства, то это чуть-чуть, это противоречит судебной защите, которая установлена у нас в Конституции. У меня больше нет вопросов. Нет? Самат Хаштовекович, у вас есть вопросы? Вопрос нет. Спасибо. Уважаемый судья, есть вопросы? Да, пожалуйста. Джилдыз Кенжетаевна, вопрос такой. Если обратиться к кейсу, который мы сегодня к нему относимся часто, по вот этим делам по парку Ататюрк, все жильцы, которые имеют недвижимость, их права зарегистрированы? Права зарегистрированы. Они все имеют правоудостоверяющий документ уже не первый год, год 15, уже лет 15 они имеют. И это право никто не оспаривал? Никто не оспаривал. Более того, я слышала, что вроде как рассматривались и действия мэров, по которым признаны их действия верными. Но я сама с ними не ознакомилась, но мне так говорят. И тогда еще один вопрос, как вы уже сказали. Если к вам госрегистр придет документ, отменяющий право собственности, как, скажем, документ от мэра, или мэрии, в данном случае вы не можете его воспринять, и в принципе отказываете в регистрации. Мы отказываем в регистрации. То есть это сложившаяся практика у вас, да? Мы разъясняем нормы, не разъясняем, а сообщаем нормы по отмене.
Нет вопросов больше. Присаживайтесь.